давайте, у нас есть уникальное видеообращение от пресс-служб ГУВД Москвы именно по этому случаю. Давайте сейчас посмотрим внимательно и потом прокомментируем. Мне кажется, что у ГУВД Москвы есть ясная и сформированная картина этого события. Ну, должно быть, они же их задержали. Давайте посмотрим. Более, наверное, там есть правдивые. В воскресенье днем ехал свадебный кортеж, состоял он из 9 автомобилей, двигался он по Ленинградскому проспекту в сторону центра. В районе Тверской улицы один из участников этой церемонии открыл стрельбу из травматического огнестрельного оружия. Кортеж был остановлен сотрудниками полиции, были задержаны и сопровождены в отдел полиции по Тверскому району. На 9 водителей автомашин были составлены протоколы об административном правонарушении, а именно использование звукового сигнала на улицах города. Правомерное использование звукового сигнала на улице города. Также на несколько автовладельцев было составлены протоколы об административном правонарушении за тонировку передних стекол автомашин. Вот. Все доставлены были, проверены по базам. На одного молодого человека сейчас собирается материал, непосредственно того, кто стрелял, у него взят травматический пистолет. Вот. Собирается материал, решается вопрос о привлечении к административной ответственности, а также лишение лицензии на ношение и хранение травматического оружия. Какой штраф и вообще наказание? Штраф ему грозит до 2000 рублей, вот, ну и плюс еще ко всему лишение лицензии. А сколько людей всего было в этом кортеже и как происходило, собственно, задержание остановки? То есть было ли какое-то сопротивление? Нет, сопротивления не было, они подчинились на требования сотрудников дорожно-патрульной службы, весь кортеж был остановлен, вот, и попросили их проехать для дачи показаний в отдел Министерства внутренних дел по Тверскому району, где всех сфотографировали, так сказать, скопировали, вот, и проверили по базам. Установлено, что стрелял один молодой человек. В ходе досмотра автомашин был обнаружен один травматический пистолет, который был изъят. Установлен непосредственно стрелявший. Но стрелял он исключительно в воздух. На данный момент заявлений от кого-либо по факту того, что они пострадали или пострадали их автомобили, в отделы полиции Москвы не поступало. Просим всех очевидцев, у кого имеются видеозаписи данного инцидента, а именно факты стрельбы, помочь полиции, обратиться в отдел Министерства внутренних дел по Тверскому району. По факту стрельбы сейчас проводится проверка, я уже сказал, стрелявшему грозит до 2000 рублей штраф. Отпустили за нарушение правил дорожного движения, а именно за то, что люди сигналили в черте города, штраф предусмотрен Кодексом административных правонарушений в размере 100 рублей. За тонированные стекла были составлены отдельные протоколы и наказаны в размере 500 рублей. А вот по факту стрельбы, опять же, повторюсь, что проводится проверка. Какая разница, кто и где стрелял, и перед законом все равны. Без разницы, свадебный кортеж или просто какой-то конфликт на улице. Если человек неправомерно использует травматическое оружие, он должен ответить перед законом. По полицейским машинам стрельбы не было. Если бы этот факт имел место быть, люди были привлечены уже вплоть до уголовного. По крайней мере, материалы дела были бы переданы в Следственный комитет для проведения дальнейшей проверки. То есть этот факт не подтверждается. А по поводу стрельбы по другим автомобилям, других участников дорожного движения, на данный момент, еще раз повторю, что заявление в полицию столичную не поступало. Если такие факты были, то просьба всех пострадавших обратиться с заявлениями в территориальные подразделения. Весь кортеж из 9 машин, он был сопровожден до отделения полиции, потому что в кортеже все 9 машин, они сигналили, тем самым нарушали закон. Пожалуйста.